Почему накануне не было света? Это первый вопрос журналистов директору Черноморэнерго. Аслан Басария пояснил, авария произошла на высоковольтной линии электропередачи на перепадной электростанции в районе Ачгуара, из-за чего на несколько часов была обесточена вся Абхазия. Ликвидировать аварию удалось ближе к полуночи. Подобное происходит часто, причин тому множество. Прекрасно мы должны понимать, что оборудование, которое мы сегодня используем, это оборудование, оно и морально, и физически устарело. В течение последних 2 дней в некоторые районы Абхазии поступал российский свет, так как местная сеть нагрузки не выдерживала. По словам Аслана Басария, так называемые энергетические перетоки регулируются через Тбилиси. Такая система была установлена еще во время Советского Союза. Она действует и по сей день. Словом, для подачи в Абхазию российского света Черноморэнерго отправляет заявку в Тбилиси. Оттуда, в свою очередь, заявка поступает в Россию. Чтобы поменять эту систему, необходимо провести многоэтапную, объемную, требующую финансирования работу, говорит Аслан Басария. Здесь существует ряд задач системного характера. Кроме того, что нам нужно обучать непосредственно персонал, нам нужно соблюдать и принимать ряд нормативов. Эти нормативы – это не один документ, это, значит, огромный комплекс мероприятий нужно осуществить. Это не делается за один день, для того, чтобы у нас появилась возможность регулировать энергетические, технологические режимы на территории Республики Абхазия. И параллельно с этим, конечно, нам нужно закольцовываться с российской энергетической системой для того, чтобы мы могли в параллельных режимах функционировать. То, что энергосистема в катастрофическом состоянии, понятно. Об этом говорилось не раз и на разных уровнях. На восстановление энергетической отрасли необходимы большие финансовые средства. Журналистам было интересно, можно ли повысить доход госкомпании за счет потребителей электроэнергии, к примеру, повышением тарифа. Мы сегодня вообще не говорим об этом. И, скорее всего, вернемся к этому чуть позже. Или, может быть, вообще не вернемся. Потому что для начала нужно создать условия для наших граждан, чтобы они могли быть платежеспособными, на мой взгляд. А только впоследствии решать эти вопросы. Но параллельно с этим мы очень надеемся на наших российских партнеров в плане взаимопомощи. На каком уровне и каким способом это будет происходить, мы пока еще не совсем видим, хотя контакты у нас уже есть. Зашла организация из России, которая очень хочет помочь, которая провела предварительный мониторинг энергетической системы Абхазии. Привлечение инвесторов для восстановления всей энергосистемы – это крайняя мера, отметил Басария. Конечно, это поможет решить ряд насущных проблем. Однако нужно понимать, что в этом случае стоимость электроэнергии значительно возрастет. По мнению Аслана Басария, первоочередная задача – строительство и введение в эксплуатацию новых объектов. Так, для капитального ремонта электростанций, которым почти 60 лет, требуется не менее 4-5 месяцев. В критическом состоянии 80% объектов, требующих срочного ремонта. Генеральный директор Черноморэнерго считает целесообразным восстановление малых электростанций. На пресс-конференции речь зашла и об энергетической безопасности страны. Если электроэнергия она находится на достаточно таком дальнем расстоянии, то обычно запитывают близлежащую территорию, а откуда-то электроэнергию уже передает другой стране. Вот, предположим, в Грузию попадает электроэнергия. Часть Грузии географически запитывается электроэнергией из Абхазии, а из других ресурсов Грузия может уже перепродавать, например, в Турцию. Вот приблизительно это происходит таким образом. Говорить о том, что именно абхазская электроэнергия может попасть в Турцию, я думаю, что это нецелесообразно. Что касается того, что там можно поиграться в этом отношении, да, то есть, чтобы электроэнергия зашла на территорию Грузии и откуда-то из других ресурсов, имея свои финансовые взаимоотношения, кто-то может экспортировать там электроэнергию, я думаю, что это возможно. Что касается верных отключений Гагрского района, то это, как пояснил Басария, вынужденная мера. 2 трансформатора работают параллельно, но их мощности не хватает для того, чтобы обеспечить всю территорию электричеством, сказал Басария. Вместе с тем он обратился к потребителям электроэнергии с просьбой экономить электричество, чтобы избежать больших нагрузок на сети. Аслан Басария отклонил просьбу журналистов прокомментировать деятельность предыдущего руководителя Черноморэнерго. По его мнению, объективную оценку этому даст следствие. Асида Малия, Акоп Кущан, Абхазское телевидение.